каждого края свой характер, своя история и легенды. И именно люди создают ту самую невероятную атмосферу, которая навсегда остается в памяти как самые теплые воспоминания. За несколько дней мы постараемся понять особенности народа, исследовать самые необычные уголки, Попробовать на вкус национальный темперамент. И найти себе друзей в каждом регионе. Меня зовут Тинатин Музашвили, и я приглашаю вас в самое дружелюбное путешествие. Поехали! Что такое кавказское гостеприимство, наверняка знают во всем мире. Но несмотря на то, что мы все очень похожи, каждый регион этого края по-своему уникален. У каждого своя изюминка. Сегодня мы гостим в городе Грозный, и мы с моими друзьями постараемся познакомить вас с этим городом. Не самый южный, но самый центральный город Северного Кавказа. Город, который дважды стирался с лица земли, но продолжает жить. О нем ходят много легенд, он удивляет контрастами. С одной стороны закрытый и самобытный, с другой открытый и современный. Мы постараемся выяснить, какой Грозный изнутри и оправдывает ли он свое грозное название. Сами же горожане называют его городом ранних сиреней и поздних роз, а еще местом скорых встреч. Хоть он и входит в десятку крупнейших городов Юга России, здесь и вправду можно не раз за день убедиться в этом. Так, Марочка. Привет, дорогая, привет, как дела? Все как я хорошо. давно тебя не видела. Как у тебя дела? Прям расцвела. Все замечательно. Не случайно наше путешествие начинается именно здесь. Мечеть сердца Чечни – символ возрождения города и новой жизни. Она уже стала визитной карточкой республики. Святыня входит в число самых больших мечетей мира. Она рассчитана на 10 тысяч человек. Однако во время праздников даже сердце Чечни не вмещает всех верующих. Вокруг мечети собираются сотни тысяч молящихся. Но здесь сосредоточена не только духовная жизнь республики. Сердце Чечни еще и настоящий памятник архитектурного мастерства. Внутри и снаружи стены отделаны редчайшим мрамором, травертином. Его воздушные пастельные тона создают ощущение невесомости. Вокруг платановая аллея, розовые кустарники, редкие растения, фонтаны и соловьиное пение. Одним словом, райский сад. Для сердца Чечни подбирали особый дизайн и исключительные материалы. Здесь были задействованы лучшие мастера из Турции, которые славятся тем, что у них такой принцип в работе, что ни один шрифт больше в мечети в мире не повторяется. И обязательно это не трафаретки, это всегда ручная роспись. Мы видим, что цвет он не потемнел, поскольку сверху после росписи происходит нанесение, напыление золотом высшей пробы.
Золотые стены, золотые потолки и серебряные люстры. Шучу, люстры тоже золотые. И вообще здесь все золотое. Строительство мечетей началось еще в конце 90-х. Однако во время войны все работы пришлось остановить и продолжили лишь в 2006-м, но уже с еще большим размахом. Власти хотели, чтобы грандиозный проект помог вернуть мирную жизнь в республику. Так оно и вышло. Двери мечети открыты круглые сутки, и зал всегда полон верующими, которые читают молитвы или же просто наслаждаются тишиной. Есть лишь одно ограничение. Сейчас с тобой находимся на женской половине, а правая часть второго этажа, она отводится под молитвенные места и посещение женской половины, поскольку, как ты верно заметила, в исламе мужчины и женщины в процессе молитвы должны находиться раздельно, во избежание неподходящих мыслей при виде противоположного пола. То есть, когда человек молится, чтобы он не отвлекался, все-таки природа берет свое, и чтобы таких вот ненужных мыслей не возникало, мужчины и женщины не видят. Недалеко от мечети расположен православный храм, который носит имя Архангела Михаила. Это уникальный памятник архитектуры XIX века, выполненный в традиционном русском стиле. Между прочим, это один из немногих храмов, который не был закрыт в советский период. Грозный – это город со славной и одновременно трагичной историей. Сложно представить, что еще несколько лет назад столица целой республики была полностью разрушена. Эксперты считали, на восстановление уйдут десятилетия, а то и больше. Однако сегодня перед нами предстает совсем другая картина. Город растет, буквально небоскребы, чистейшие улицы и роскошные парки отдыха. Вы только посмотрите на эту красоту. Здесь все буквально утопает в цветах. Есть даже экзотические пальмы, хотя это большая редкость для местного климата. Вот этот цветочный парк стал своеобразным подарком от Рамзана Кадырова всем женщинам республики. Его открыли где-то 2 года назад, и это уже стало таким излюбленным местом отдыха для всех. Ну, я бы тоже от такого подарка не отказалась. И это неудивительно. Здесь не только красиво, но и прохладно. Особенно возле фонтана, который словно защитник возвышается среди цветочных аллей. Он и сам выполнен в виде национальной войнахской сторожевой башни. Между прочим, из-за множества арок в форме сердца это место еще называют парком влюбленных. А в прошлом году, в День города, здесь состоялось бракосочетание аж 200 пар. Ровно столько исполнилось и Грозному. А еще в цветочном парке очень много мест для классных фотографий. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Мы приехали из города Гагарина Смоленской области. Ну, как впечатление, как вам Грозный? Грозный очень понравился. Мы специально взяли тур, чтобы попасть именно в Грозный и посмотреть. А что больше всего бросается в глаза? Больше всего бросается в глаза лица людей. Спокойные, жизнерадостные лица людей. Чистота бросается в глаза. Первое, что мы уехали сразу через границу. Вот. Это первое, что замечают многочисленные туристы. Репутацию чистейшего города России он заработал в честной борьбе и, кажется, надолго. Но это не единственное достоинство Грозного. Самое важное для туриста – безопасность. Здесь с этим все в порядке. А учитывая, что улицы в городе прямые, без хитрых закоулков, заблудиться здесь практически невозможно. Комплекс Грозный-Сити можно увидеть абсолютно с любой точки города. Именно он служит своеобразным ориентиром для заблудившихся туристов. Но истинное предназначение, конечно же, в другом. Бизнес-центры, гостиницы, офисы, жилые дома. Жизнь здесь бьет ключом. Грозный-Сити – это ультрасовременный квартал, который объединяет 7 небоскребов. Но это еще не все. Скоро здесь появится еще один – Ахмат Тауэр. Даже для Чечни это грандиозный проект. Башня будет аж в 3 раза выше Феникса, который со своими 145 метрами пока что лидирует среди этих небоскребов. Думаю, обязательно нужно будет вернуться сюда, чтобы увидеть это чудо архитектуры. Ну а пока идут строительные работы, насладимся видом на Грозный с высоты птичьего полета. Дух захватывает. Это главная смотревая площадка города. 120 метров, представляете? Отсюда можно увидеть все 4 района Грозного и даже город Аргун.
Отсюда весь город как на ладони. Совсем с другого ракурса можно увидеть уже знакомые места, вдохновиться красотой и размахом. Для меня Грозный – родной город. Здесь я провела 2 года, работала, освещала новости, улыбалась маленьким радостям и буквально жила в ритме Грозного. С ним связаны только теплые воспоминания, ведь город – это люди, а люди здесь очень радушные. Каждый раз я возвращаюсь сюда как домой, совершенно не чувствую себя в чужом месте. Мне знаком каждый уголок, каждое здание. И, кстати, все строения здесь выстроены в едином архитектурном стиле. И, конечно же, преобладает национальный колорит. Это необычное здание – не что иное, как Национальный музей республики. Именно здесь хранится золотой фонд народа, начиная от древних артефактов и заканчивая работами именитых классиков. А это тысячи и тысячи экспонатов. Именно здесь можно отследить, как менялась история чеченцев от Средневековья до наших дней, прикоснуться к древним традициям и современной культуре. О том, какие сокровища хранит в себе музей, расскажет большой ценитель искусства и по совместительству мой друг Рамзан Хагуев. О, а вот и Рамзан. Привет, Тинатин. Здравствуй. Привет. Ну, как говорят чеченцы, марш йогал, приходи свободный от всего, что может обременять тебя и твою жизнь. Я как раз до твоего прихода здесь рассматривал мой самый любимый зал. Это зал средневековой археологии. И много чего интересного, я думаю, что мы сегодня с тобой узнаем. Ну что ж, начнем? Давай. Здесь находится войнавское оружейное, такое, скажем, достижение. Кольчуги войнавского плетения. Самая моя любимая – это кольчуга Амрибоки, это целые доспехи. Чеченцы их называли гъ. Они были своего уникального плетения и были защищены от многих видов оружия. Ну вот, например, вот этот образец, он мой самый любимый. Кстати, Тинатин, в России таких доспехов вот наподобие всего лишь 6. Почему? Потому что немногое количество доспехов хранятся в национальных музеях нашей страны, у которого есть личина, так называемая маска с лицом, которая изображает вот именно лицо самого человека. Зачем им нужна была такая маска? Ну, наверное, здесь вопрос вставал и в целях защиты лица, но и с другой стороны, это декоративная функция. Оказывается, перед боем доспехи начищали до блеска глиной или золой. Помимо боевых качеств, рыцарь должен был выглядеть, скажем так, презентабельно. В те времена им отводилась огромная роль в жизни общества. И самое главное, у всех кавказских народов был рыцарский кодекс чести. Их отличали храбрость, доблесть и честность. Сам Амрибока, как и любого рыцаря, у него тоже есть своя романтичная история. По легенде, что он приглашался часто грузинскими маленькими ристави или князьями, которые там были. И вот в одну из таких походов он влюбился в княжну и хотел было попросить ее руки, но здесь его очень жестоко предали. Смешали вот в чашу с нектаром яд, и он, говоря, зная о том, что туда был подсыпан яд, взял эту грааль из рук возлюбленной. И позже уже его лошадь его донесла до его родовых мест, и он был похоронен в своем склепе. Очень отрадно то, что это не то, что осталось на словах, это что-то материальное, что ты можешь увидеть, чем ты можешь вдохновиться, и понимаешь, что Кавказ, который славится всегда суровым краем, вот в такие моменты настолько тонок вот, да, в этих понятиях, что… Ну, я чувствую такую гордость. Да, ну, это наше общекавказское достояние, вот такие люди. Действительно, ведь именно люди и создают то самое культурное наследие. В стенах Национального музея Чечни мы нашли выставку работ Джубы Хэтагури. Художник из Северной Осетии изучал и воссоздавал древние оружия и доспехи по технологиям аж 3000-летней давности. В музее хранятся работы мастеров, которыми гордятся не только в Чечне, но и на всем Кавказе. Вот этот мужчина в бурке – это знаменитый академик Петр Захаров. Это первый чеченский художник, который вошел в историю русской живописи. Его полотна находятся в крупнейших музеях России. Кстати, несколько работ я видела в Третьяковской галерее. Его судьба и романтична, и в то же время трагична. Во время Кавказской войны русские солдаты нашли младенца на груди у мертвой матери. Ребенка вывезли из горящего аула и отдали на воспитание казаку Захару. Отсюда и фамилия будущего художника. Позже воспитанием занялся генерал Петр Ермолов, который устроил мальчика в Академию художеств. Хоть Петр и прожил всего 30 лет, потомкам есть чем гордиться. Вся жизнь Петра Захарова – легенда. Художник был предан своим корням, он подписывал работы как Захаров чеченец.
Вот тут, если присмотреться, можно увидеть его подпись. Некоторые исследователи считают, что прототипом по ММЦИРе Михаила Лермонтова стал именно Петр Захаров. Чего здесь только нет. И средневековые украшения, и музыкальные инструменты, и утварь. Но самое ценное не предметы древности, а не материальное достояние. Традиции, которые передаются из поколения в поколение, фольклор, легенды и сказания. Когда девушку выдавали замуж, к ней был такой определенный набор, скажем так, пунктов. Ну, вот ее приданое должно было быть. Это характеризовало ее социальный статус. Девушкам обязательно наравне с какими-то предметами быта ювелирные украшения. Это было необходимостью. Например, вот здесь не совсем оно, скажем так, для ювелирного применения, но мы видим серебряное веретено. Вообще урчак, веретено или что-то, что связано именно с предметами шитья, например, как бохча, да, рукоделие, они всегда славили Кавказ. Когда моя бабушка еще готовилась к замужеству, к ее выдаче готовились, ее мама сделала огромный подвиг. Она купила для своей дочери за 4 коровы нагрудный орнамент, пояс и, самое главное, купила ей предметы вот для шитья. С развитием общества меняется многое. Конечно, теперь в приданное вряд ли дарят веретено, но традиции остались прежними. Вот и свадьба моей подруги Седы прошла в соответствии с чеченскими датами. В дом невесты с самого утра со всех уголков приезжают родственники с подарками и поздравлениями. Однако в комнату могут зайти только женщины. Обычно гостей бывает так много, что приходится ждать своей очереди, но я как почетная гостья сразу смогла пробраться к Седе. Седа, поздравляю тебя, моя хорошая. Счастья. Спасибо тебе. Спасибо, что приехала сюда. О, я так рада тебя видеть. За невестой приезжает целый кортеж. В комнату к ней заходят брат и ближайшая родственница жениха. Чемоданы с приданым погружают в красиво оформленную машину, и тут начинается настоящее представление. Вся дорога – сплошная гонка. Каждый водитель пытается занять в кортеже почетное второе место после машины новобрачных. Около дома невесту встречает свекровь, затем ее провожают в угол, дабы уберечь от дурного глаза. Здесь к ней также подходят женщины, фотографируются, поздравляют, но она сама не должна вымолвить ни единого слова. Совсем по-другому дело обстоит с женихом. На чеченской свадьбе жениха вы не найдете. Он не показывается гостям, а особенно невесте. Празднует с друзьями в отдельной комнате. Есть у чеченцев еще один интересный старинный обычай – моте-бастар. Это буквально переводится как «развязывание языка». Переступив порог отчего дома в день свадьбы, невеста ни с кем не разговаривает. Это значит, что она забыла свой язык и готова перенять нравы и устав новой семьи. Процесс развязывания языка – это целый ритуал. Друзья жениха шутками и рассказами стараются разговорить невесту. Девушка должна выдержать, чтобы не вымолвить ни слова. Испробовав все безуспешные уловки, невесте дарят подарки или символичную сумму, а взамен она угощает их водой. Вот так, друзья, целая история. И, конечно же, ни одна свадьба не обходится без знаменитой чеченской лезгинки. Танцы играют огромную роль в жизни чеченцев. Многовековую культуру танца бережно хранят именно здесь. Государственный ансамбль в войнах вот уже не одно десятилетие приумножает, так сказать, нематериальное достояние народа. Язык танца у чеченцев особенный. Каждый штрих рассказывает историю народа. С одной стороны, это экспрессивные, яркие, эмоциональные движения. С другой стороны, строгие и сдержанные. Но каждый раз это личная история, рассказанная самим танцором. Здесь говорят, поведать мировой публике, что значит быть чеченцем, могут только сами чеченцы. Легендарному ансамблю скоро исполняется 80 лет. К круглой дате усиленно готовятся, ежедневные репетиции по несколько часов. Вот и нам посчастливилось окунуться в эту искрящую атмосферу. И вам советую, если есть возможность, обязательно нужно посетить концерт Вайнаха. А еще мы узнали, что государственные ансамбли Чечни и Осетии связывают десятилетия дружбы. Среди северокавказских коллективов Алан, Вайнах
имел особо теплые отношения. И эти отношения дружеские и по сегодняшний день остались между нами. Мы встречаемся, перезваниваемся и пытаемся передать вот эти традиции взаимоуважения коллективов, дружба бывшая между Аланом и Вайнахом, передать подрастающим поколениям, как бы преемственность поколений. Мы над этим работаем, мечтаем, чтобы наши коллективы продолжали эту хорошую традицию. С одной стороны закрытый и самобытный, с другой открытый и современный. Грозный ломает стереотипы. В нем соединяются воедино прошлое и настоящее, традиции и новые веяния. Это отражается даже в стиле одежды. Здесь большое количество дизайнеров и модных домов, но если все привыкли думать, что в Чечне производят только национальные одеяния, то мы спешим разуверить. Дизайнерская марка Бумзи создает городскую одежду для современных молодых людей. Стилисты обыграли модные тенденции в исключительной манере. На одежде изображены известные герои из истории кавказских народов. Команда Бумзи считает, что этот кавказский бренд может смело составить конкуренцию российским и глобальным производителям. Изначально Бумзи создавал одежду только для мужчин, но стильные и современные футболки пришли на вкус прекрасной половине. Что ж тут скрывать, я и сама присмотрела себе пару нарядов. Мансур, для меня это было в новинку, что существует такой бренд и что он настолько популярен. Расскажи, пожалуйста, о своем бренде, расскажи, как вообще возникла эта идея создать Бумзи. Начну с того, что бренд не мой, а наш, то есть нас в команде 5 человек. Изначально было 3 человека, это Аслан, он, то есть по сути SEO, генеральный директор, он создал этот бренд, и 2 дизайнеров, Кунт и Абдул. Ваша одежда пользуется таким огромным спросом, как я поняла. Вот каждый второй в Грозном знает, что есть Бумзи. Бумзи! Вот примерно вот такая реакция. Как, за счет чего вы так поднялись и стали настолько популярны? Знаете, когда этот бренд создавался, мы вот, особенно дизайнеры, замечали, что по улицам Грозного те, кто ходят в каких-то национальных там, футболках и так далее, так вот, скажу немного грубовато, в таких колхозных дизайнах ходили. Вот. И нам это, то есть лично нам это не нравилось, мы хотели сами носить хорошие футболки с качественным принтом, то есть и чтобы себя радовать и других также вдохновлять на подвиги. Вот эта одежда – это как целая философия, как я поняла. Вот в чем именно та самая изюминка, в чем та фишка, о чем она говорит, эта одежда? Ну, первое, на чем мы ориентируемся, это на то, что мы затрагиваем наши культурные мотивы нашего народа чеченского, там, других народов Северного Кавказа. И в первую очередь мы хотим взять эти культурные мотивы и сделать их, перенести их в модерн. То есть наша одежда, она как бы для стритвер называется, да, то есть личная одежда. И эти культурные мотивы как-то в стереотипном мышлении, они как-то у нас заложены в формате старого такого... Классики, такой винтажности. То есть, допустим, какие-то, там, если надевать какую-то одежду, там, черкесскую или папаху, там, или свадьбу, там, женское платье, то это только на какие-то мероприятия, да, как свадьба и только свадьба. А мы хотим эти мотивы перенести в обычную повседневную жизнь. А почему вы решили охватить других кавказских героев? Ну, мы, во-первых, я считаю, что Кавказ – это как бы общий дом. То есть сидеть только в одной Чечне и как-то ограничиваться, это, ну, честно говоря, лично мне это кажется неправильным. Мы все народы похожи друг на друга, и, то есть и братские народы. Нас связывает многовековая даже история, и у нас герои общие, так что… Совсем скоро дизайнеры планируют выпустить новую коллекцию, и среди героев можно будет найти и осетинские лица.
Друзья, между прочим, великий Муслим Магомаев на восходе своей творческой карьеры исполнял свои знаменитые шедевры вот в этом зале. Сейчас это главная концертная площадка в регионе. Ну а напротив выходит бульвар, который носит имя еще одной мировой звезды – Махмуда Исамбаева. Свое название бульвар получил недавно, после грандиозной реставрации. Теперь он исключительно для пеших прогулок. Гуляя здесь, замечаешь старые строения. Это и есть тот самый довоенный Грозный. В те времена, впрочем, как и сейчас, здесь проживала интеллигенция и элита. Это своеобразный Грозненский Арбат. Повсюду кофейни, лавочки, почти все столики заняты, а сами кафе, как и большинство улиц, совсем не похожи на кавказские. Время сейчас приблизительно 5 вечера и пока что не очень многолюдно. Но с наступлением вечера бульвар оживает. К рознице выходят, гуляют с семьями, с друзьями и приятно проводят время за чашечкой кофе. Кстати, здесь он очень популярный. Это место чем-то напоминает улицы из старинных городов мира. Ну, конечно, это не звездная аллея Лос-Анджелеса, но именитых людей хватает и здесь. Артисты, музыканты, художники, в общем, и звезды любят бульвар. Кстати, сейчас нас ждет вечерний чай с Мурадом Байкаевым. Сюрдыкхил. Да, лезил. Я правильно сказала? Все отлично, правильно, конечно. Как у тебя дела? Как ты проводишь такие жаркие летние вечера? Все хорошо. Провожу именно в этом месте, проспект Исамбаева. Ну, бывает, что прогуливаюсь. Бывает, выезжаю в горы на прохладу. Есть места очень прекрасные в Чеченской Республике, чтобы лето прошло на ура. Ты такой известный человек в республике, тебя знает буквально каждый второй, если не каждый первый, да? Вот такая твоя популярность, она не мешает тебе, скажем так, отдыхать или, я не знаю, проводить время? Спасибо. Нет, конечно, не так громко, что там, известная личность Чеченской Республики, а наоборот, я как-то, у меня, благодаря, может, этой профессии, у меня много друзей в каждом уголке нашей республики и за пределами, допустим, хочу Осетию увидеть, поеду в Осетию, допустим. У меня очень много друзей в Осетии проживает. И в Дагестане, вот, в соседней республике нашей тоже. Очень много людей, которые гостеприимно, с любовью ждут. Не за каких-то, скажем, там, артистических там, данных или еще что я артист. Нет, просто мы сошлись на каких-то человеческих отношениях. Вот. Нашли общий язык, у нас общие интересы с этими людьми. Вот. Я с удовольствием езжу к ним. Вот. Бывает, что по 2-3 дня у них там зависаю. А это не мешает, это наоборот как-то больше способствует тому, чтобы найти больше людей. Вот. Каждый уважающий себя артист должен быть коммуникабельным. Вот. Каким-то образом нести от себя негатив тоже нельзя. И нужно наоборот больше быть с людьми, рядом, с народом. Это очень старая же профессия артиста. Это же до нас еще такие были опыты у артистов с людьми в общении. Вот. Я думаю, что наоборот быть с каждым коммуникабельным, да, и быть с каждым в общении, это наоборот хорошо. Это очень даже хорошо. Что считаешь ты своим самым большим достижением? Вы знаете, у вас, наверное, много было таких ответов, связанных, что там какие-то реальные были факты, может быть. Я не считаю, что я чего-то такого достиг, прям такого грандиозного в этой жизни. Есть желания, есть мечты, которые могут исполниться, могут не исполниться. Но на сегодняшний день быть хорошим сыном для своих родителей, быть хорошим другом для своих друзей и быть хорошим братом для брата, для сестры также, это, я считаю, очень хорошее достижение в моей жизни. Но это не артистические, не творческие какие-то высоты? Они еще впереди, я думаю, да. Ну, я думаю, что я пристально буду следить за твоей творческой карьерой. А сейчас над чем ты работаешь? Работаю над альбомом новым. Вот. Альбом будет такой, скажем, смешанный.
с нашей чеченской культурой, с нашим таким менталитетом, с нашими какими-то традиционными инструментами. И плюс будет такая современная русская музыка. Посмотрим, что получится, эксперимент. Вот. Что тебя вдохновляет в своей работе или, может быть, в жизни? В жизни. Отдых, да? Как я тебя понимаю, особенно после сегодняшнего. Конечно, нет. Любого человека, думаю, вдохновляет больше всего это... Я проговорился, отдых. Отдых связан не так, что поспал на диванчике там, или как-то посмотрел телевизор, допустим. Отдых, когда ты работаешь усердным образом, отдых, он может быть таким, что он связан с тем же твоим ремеслом, с той же музыкой, но уже где-то там за пределами, там, допустим, у моря, там, у гор, ты сидишь, отдыхаешь. Мне это больше вдохновляет сама жизнь, вдохновляют, есть друзья, которые вдохновляют, пытаются каким-то образом, если у меня грустное настроение, там, подбодрить, там, еще что-то. Вот. Это мое вдохновение, вдохновление. Слушай, но сегодня в твоем разговоре очень часто звучало слово «друг», «друзья», «регионы» и так далее. Знаешь, открою тебе маленький секрет. Вот наша вот эта программа, она не только о путешествиях, там, живописных местах и легендах и так далее, но и о дружбе. Это огромная часть, которую я хочу охватить. Я очень надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи у меня появится еще один друг, хороший друг. Приезжай теперь к нам. Спасибо огромное, Тинатин, взаимно. Вот, я рад был с вами пообщаться. Мне будет интересно за вами наблюдать в дальнейшем, потому что такой человек, как вы, позитивный, человек, который несет дружбу, мир, он достоин большего, чем там, миллионная аудитория. Вам нужно больше и больше зрителей для ваших эфиров, для ваших передач. Удачи вам! Получив сегодня огромное количество эмоций и впечатлений, я возвращаюсь домой. А на эти пару дней домом стала гостиница «Городок». Вообще вопрос, где остановиться в Грозном, решается легко. Столица может предложить и роскошные пятизвездочные отели, и уютные гостиницы домашнего типа. А дальше уж дело вкуса. «Городок» выбрала сразу. Он подкупает своей атмосферой, садом и тишиной внутри большого шумного города. Знаете, есть такие места, где можно отдохнуть не только физически, но и морально. И вот этот зеленый уголок в самом центре города, настолько спокойное, настолько уютное место, что ощущение, как будто бы ты дома, не покидает тебя. Утро добрым бывает, особенно когда завтрак экологически чистый, вкусный и сытный. А его мы приготовим своими руками вместе с Залиной Атаевой, ведущей кулинарной программы. Залина, национальное блюдо чепалкш. Да, чепалкш. Рассказывай. Чепалкш вообще это настолько традиционное блюдо чеченского народа, но все равно каждый его готовит по-своему. Нам понадобится творог. Творог у меня соленый, домашний. Он должен быть немножко соленоватый. Интересно то, что здесь минимум ингредиентов используется, да, то есть всего лишь творог, зеленый лук, сметана, ну и тесто на кефире. Ну а на выходе получается, ну прям очень вкусно. Кстати, лук можно вообще не добавлять, в принципе. Лучок зеленый, он дает такой свой специфичный вкус. Те, кто любят понежнее, готовят совсем без лука. Залина считает, что с чепалгом можно экспериментировать и национальное разбавлять по своему усмотрению. Ведь раньше, когда готовили предки, не было такого разнообразия продуктов, как сейчас. Итак, лук с творогом соединяем, туда же ложку сметаны и соль. А чтобы начинка получилась более устойчивой, маленькая хитрость – добавляем в массу яйцо. Залин, всем известно, что на Кавказе особая расстановка, особая культура застолья, еды и так далее. Вот как в Чечне? Ну как? В Чечне, я думаю, что как и везде на Кавказе. Смотря какое застолье. Праздничное, домашнее. Вот, например,
Если говорить о разделении полов, да, то есть мужчин и женщин, то во время каких-то крупных праздников, праздничные застолья, они проходят отдельно. То есть мужчины и женщины обязательно садятся отдельно. Смотри, какие отношения. Может быть, если такой папа не такой сильно строгий, да, вот собирает детей вокруг за столом, они могут сесть за столом. Но если папа придерживается все-таки очень строгих норм, то и это не потому, что родители или отец не любят своих детей, это потому что, ну, для того, чтобы был вот этот вот стержень. Так, давай мы с тобой сразу же займемся тестом. Для теста нам понадобится тоже минимум ингредиентов. Это мука пшеничная. Вот. Кстати, можно немного добавить кукурузной муки. Берем муку, обязательно соль. Чайную ложку соды добавим, вот такую вот с горочкой. Давай я буду поливать тебе кефиром, а ты будешь перемешивать. Здесь у меня литр кефира. Сейчас мы сразу перемешиваем? Да, вот смотри, я в центр залью кефир. Ты теперь вот так вот понемножку муку отправляешь в кефир и перемешиваешь все это дело. Залин, ты для меня пример успешной девушки, которая мало того, что занимается очень классной карьерой, да, к тому же является, как мы видим, замечательной хозяйкой. Как тебе это удается? И давай, наверное, немного развеем стереотипы. Может ли кавказская девушка быть успешной во всем? Ну как? Быть успешной во всем, не знаю, но если постараться и не делать из чего-то большую проблему, то, конечно, возможно, все возможно. То есть эти стереотипы, когда говорят, что кавказская или чеченская женщина не может выйти на улицу, она не может нигде учиться, не может работать, конечно, это все стереотипы, да, вот что еще скажешь. Девочки учатся, девочки работают, делают карьеру, но это не значит, что дом, семья и все остальное, это должно уходить на второй план. То есть все это можно прекрасно совмещать. Возьмем доску, переложим тесто на доску, чтобы было удобнее его до конца домешивать. Очень мягкое, нежное и приятное тесто получилось. Какая ты умница. Оказывается, чтобы тесто было мягким, оно не должно липнуть к рукам. Самое сложное – найти тот самый баланс. Теперь формируем мы из него кружки и оставляем на 30 минут. Начинку тоже делим на точно такие же кружочки. Подсказка – она должна умещаться в ладошку. Ну, и сам смысл лепешки, чтобы прочувствовать вкус творога. То есть если теста будет много, это будет не лепешка, а пирог. Затем заворачиваем творог. Для этого аккуратно берем край круга и по периметру натягиваем наше тесто. Теперь настоящий подвиг. Нужно ухитриться раскатать лепешку очень тонко и при этом не порвать. Оно очень нежное и капризное. Наверное, если набить руку, будет получаться, а мне пока что тренироваться и тренироваться. Вот такая вот, посмотрите, Тина, должна получиться лепешка. Она может быть еще тоньше. Да? Все зависит от того, насколько ты боишься или не боишься рисковать. Рисковать, да. Вот, например, как ты сейчас. На разогретую сковородку выкладываем лепешку. Масло добавлять не нужно. Жарим с обеих сторон до образования коричневых пятнышек. Дальше лепешку хорошенько смазываем сливочным маслом. И вуаля! Вкусно? Вкусно. Ну и отлично. Очень вкусно, очень нежно. Да уж, как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Кстати, о рыбках, а точнее о дельфинах. К ним как раз таки мы сейчас и отправимся. Пение дельфинов в буквальном смысле лечит душу и тело. Именно поэтому, помимо водных шоу, в Грозненском дельфинарии для детей проходят и сеансы дельфинотерапии. Говорят, что когда радуются дельфины, и у людей вырабатываются гормоны счастья. Я не могу с этим не согласиться, потому что, ну, посмотрите на эту прелесть, это просто непередаваемые ощущения. О-о-о. Исцеление счастьем, я бы назвала это так, но у ученых, конечно же, другое объяснение происходящего. Оказывается, ультразвуковые волны, которые излучает дельфин, положительно воздействуют на нервную систему человека на клеточном уровне. Кроме того, при движении дельфины создают области турбулентности. Это оказывает эффект гидромассажа внутренних органов и кожи.
На дельфинотерапию привозят детей не только с Чечни, но и со всего Северного Кавказа. Курс состоит из 10 занятий по 20 минут. Кстати, поплавать с этими удивительными животными могут не только дети, но и взрослые. Ну а вокруг комплекса раскинулся парк развлечений, который местные называют чеченским Диснейлендом. Да уж, сегодняшние эмоции я точно никогда не забуду. Вот так все путешествие одни сплошные гормоны счастья. Время пролетело на одном дыхании, и город открылся мне совершенно с другой стороны. Не такой он уже грозный, вспоминаешь все, и аж душа поет.